Иди сюда. Ну что, ребятушки, всем привет! Вот и долгожданный момент в моей рыболовной сфере, а это открытие первого льда, ребят. Зайду немного в прошлое. На самом деле в моем районе уже давно открылись, как недели 3, наверное, назад, но у меня все не получалось. Был вариант приехать на небольшое озеро местное, можно было посидеть, увидеть поклевку, там, поймать 10 плотвычек, но не хотелось, ребят, не хотелось. Я ждал всю речку, ждал, когда станет река, когда станет на реке лед, и уже рвать куда-то подальше на избу с ночевой. Ну, вот такое открытие, ребят, я хотел. А на тех выходных у меня не получилось, так как работа не дала мне выехать. Ребята ездили, в принципе, неплохо. Сегодня нахожусь, ребят, в поселке, в Первомайском. У своей мамы вчера с вечера приехал спокойненько. Сейчас время 6 утра. И я на сборах, ребят. Я на чемоданах. Вот мой скарб. Все заточено, все ждет, ребят, просто ждет. Я не знаю. Договорился с Женькой. Сейчас на созвоне должны созвониться, встретиться. Ну, одно дно, ребят, одно дно. Как недели полторы, наверное. У нас просто резкое потепление. Льет ливни, дожди, просто труба. То, что выпал снег, он практически весь растаял. А лед начал опять таять, уходить. Короче, вообще бедствие. Каналы, вода стоит, везде все полное. Вода поднимается, уровень. Ребят, будем искать лед просто. Сегодня получается так, что не открытие сезона, а как будто закрытие. Апрель месяц, ребят, такое ощущение. Будем пробиваться куда-то. Снега мало, но поедем на мотособаке, так что, ребят, будем искать лед. Я думаю, будет сегодня интересно в плане рыбалки, в плане приключений, потому что местами, ребят, будет очень сложно ехать. Короче, ребят, я жду Женю, и мы будем рвать когти. Ребят, оставайтесь со мной, будет классно. Ну вот, ребят, и Женька. Так что собираемся. Вот и Женька подъехал. Смотри, что там вот смысл ложить можно. Прям. Берем когти. Сейчас будем искать лед. Снега мало, ребята. Короче, вообще хреновенько. Но жажда фраера погубит, как говорится, ребят. Охота пуще неволи. На реку Сысову, хотели переправиться на другой берег, если видно, то вот вырвало понтон, не выдержали троса и вырвало, ребят, смотрите. Да, хорошо, что мы здесь дома, а не на той стороне. Вот так вот. Вот такая рыбалочка, ребят, сейчас будем думать. Ребят, едем на другую речку, будем искать там лед. Хотели на лесную, но не попали. Понтон вырвало.
Очень мало снега, ребятки, очень мало. Короче, вообще осень опять какая-то непонятная. Ладно, едем, ребята. Добрались до реки, короче. Ну, состояние вообще ужасное. Помните это место? Здесь я стоял у Донкина Налима. В воду вода поднялась, очень страшно. И на лед забраться, да, очень тяжело. Добраться добрались, как бы. Лед есть, знаете, что рыбачили здесь. Ну, подхода нету. Вот смотрите, как вода поднялась осенью и так и встает, блин. Охренеть. Смотришь по вот этому метеоцентру, вот, на 30 сантиметров за ночь поднялась вода. Жесть. Хотели на лесную махануть. Женя, кстати, вчера там был. Неплохо отрыбалил. А сегодня вот понтон вырвало. Вчера, говорит, проезжал, за кирпич стоял, машины уже на берегу стояли. Короче, беда вообще. Нет подхода на лед. Следы вот какие-то идут. Вот иду по следам. Уже полкилометра, наверное, от мотособаки ушел. Женя развернулся. Если что, говорит, позвонишь. Хорошо. Будем искать, ребят, подход, выход на лед. Потому что, ну, тут скрывает, получается, сапоги. Надо что-то думать, решать. Сейчас смотреть будем. Если что, Жене позвоню. Вот вижу кусты нарублены. Походу вот здесь ребята заходят по кустам, блин. Костер, ветки. Да. Это первый лед, ребятки. Жесть. Да. Скрывают сапоги просто. Я не знаю, как заходить. Вода еще поднялась сильнее. Вообще нет вариантов. Столько кустов. Блин, невозможно. Жду Женю. Женя пошел на мотособаку. Говорю, с полкилометра ушел. Ну что, будем пробовать здесь, если здесь вот вход есть хоть какой-то. Хотя бы, ну, уже ветки навалены, чтобы меньше рубить. Жене топорик есть на мотособаке. Попробуем завалить пару веток, кустов. Потому что вот здесь начало очень плохое. Так, надо будет... А, вот палка, видно, что ходят ребята с палкой. Короче, вот таким же макаром нам надо будет как-то... Ух ты, блин, пробираться. Просто будет печально, если сразу искупаешься, блин. Порыбачить охота, ребят. Первый лед все-таки. Да, такую осень. У нас сегодня 17 ноября, ребят.
17 ноября. Обычно уже морозы лютые стоят, а тут вон хрен поймешь что. Ну завтра уже мороз опять же. Погода играет, дожди, снег, мороз, хрен поймешь. Вот, так что будем как-то думать. Но я думаю, в любом случае как-то будем пробираться. Как-нибудь да зайдем. Вот позавчера. Позавчера был, да? Да, ну, смотри сколько. Вообще труба. Не смогли зайти. А? Не смогли Вы зайти. сюда подъезжали? Да, да, сразу сюда утром подъехали. Я на фоне иду. Все? Сразу иди. Ты зашла? Нет, есть. Иди там. Ну вот, ребят, дождались рыбачков. Женька без топора были, тут вон ребятки подъехали. Сейчас будем дорогу делать. Надо будет что-то делать. Ага. Идет. Давай, сука, сюда его. Что, макушку там отруби тоже сразу, слышь? Так надо. Да, хотя бы. Вот такая банда, ребят, подъехала. Че, прям на кусы, да, будем? Да, вот где было, так и вот здесь, вот. Вот. Вот тут, да? Да. А там чуть-чуть не надо. Если ты эту бросишь, и вторую вообще будет красота. Нет, где-то сантиметров на 25 прибыло. Вообще, вот где-то пятница, суббота, за 3 дня. Ага. Ну, блядь, окунь ловился, нахуй. Ну, вот с воробьем были, блядь. Отменно, да? Да, ну, 8200 у меня было. Отлично, да. Ну, и такой весь, блядь, не мелкий. Нормально, грамм 100, да? Ну, это... Разный. Да, и 100, и побольше, блядь, и поменьше. А вот тут мы с ним попадали. Тут, блядь, крупный был. Крупный, да? Охуенный. Понял. О, пошла жара, смотри. А мы Женька без топора, блин. А ну так а чё? Позвонили. Сейчас будем, говорит, ну и ждем, сидим. А чё на поезде ездил? Женька? Поймал он? Женька вчера? Да. Таз? Таз? Да ты чё? Щучку на жалицу. И ельцы все такие. Ага. Вообще, Вот, блядь. вообще огонь. Мы сегодня что и хотели, пришли, понтон так стоит, оторвало. Все, хана, я не знаю сейчас, как поднимать будет его. Вот, блин. Значит, ты оторвался вчера, да?
Где весь труп? Немного, но Один? Ты один был? Ты был? как обычно, там канистры. Да, и больше никого не было. Юра, приди, ёпта, сюда. Потом сало жарить будем после окуней. Давай, давай. А, бур один, я свой не буду брать. Что, ребят, первый выход. Так, ну что, ребятки, достаем. Так, это мотылечек, ребят, будем кормить мотыльком сегодня. Хорошо. Сейчас будем рыбалить. Ну вот и на льду, ребятки. Первый лед. Такой долгожданный. Да, народу по бане, конечно. Но зато будем рыбу искать. Сейчас зато же рыба быстро найдется, да? Ладно. Старые луночки. Вчерашние, походу. Сейчас будем искать, ребятки, окушочек. Мужики будут на мормышку, а мы, ребят, попробуем побалансировать. Так, что из новенького? Из новенького ратлины прошлогодние. Пришли, правда, под закрытие уже сезона, но я его уже разловил. Вот поставим вот такого 16 грамм, 70 миллиметров. И блесенки где-то новенькие я купил. Тоже попробуем. Такой бардак. Вот нормально. Удильник от Хигаши. Переделал его, кивочек поставил. Потому что он слишком жесткий. Поклевку не видать. Ну, щучий удильник. Плетеночка. И титановый поводочек. Очень тоненький. На всякий случай. Потому что щука присутствует. Может быть, и щучка хапнет. Ладно. Сейчас, ребятки, посмотрим мы это дело все. Вот так. Вот все. Глубиной разберешься сам. Ну, метра 2,5.
Ну-ка, давай-ка попробуем поменьше. Течение, конечно, вообще ушло. Ужасно. И здесь глубина. Охренеть глубина, блин. Так, пошла жара на удочке. Короче, надо ставить удочку. Маленькая мормышка. Посмотрим. Так, мотылька. О, слушай, ну вот это уже симпатично. Мелочевка, что ты будешь мелочевка? Нет, я говорю, обычно тут зимой. Нет, в том году, блядь, в это заебись попадали. Очень хорошо. Так, я вроде глубину нашел. Что, ребят, решил я переместиться. Банда там собралась, человек 7, наверное. Ну, там точка рабочая, мелкий окунь подергивает. Пару там хорошеньких даже вышло у ребят. Но я решил подняться повыше. Есть там одно место такое интересное. Хочу его там разбурить, порыбалить. Ну, уединение надо сделать. Не могу я так рыбачить. Люблю, когда спокойно контролируешь ситуацию. Ну, одному по кайфу, более-менее. Сейчас поднимемся, посмотрим, что да как. Хорошо, ребят, на льду. Главное, на льду. Дошел до острова. Правда, в этом году остров под водой полностью. Так, и вот мне надо где-то в этом районе разбуриться. Тоже поищем здесь окуня. Надеюсь, здесь безопасно. Тоже рыбачок, вон, смотрю. Да, остров вообще скрыт. В этом году вода, конечно, дай бог. Ну, вот здесь мы сейчас, ребятки, разбуримся вдоль вот этих кустов и посмотрим. Опа! Ну что, ехаем? Кто-то разбуривал уже. Причем свежие лунки.
Так, 2-3 проводки, ребят, сразу перехожу дальше. Такая же глубина. С таким объемом воды, ребят, непонятно, в какой угол рыба забилась. Где зашуговала, где не зашуговала, непонятно. Попробую разбурить вот здесь, до острова. Глубина позволяет прям вот кусты разбурить. Вот так линию. Ходил в магазин, хотел поменять ножи, но, блин, не привезли ножи. Туповатый, надо по сезону поменять. Ну, проверим, что. Еще меньше. Женька идет. Женькой хотим рыбу поискать. Блин, трава, ребят, трава там снизу цепляется. Здесь уже яма идет. Вот такая рыбалочка. Первый лед, но надо искать рыбу. С таким объемом воды непонятно вообще ничего. Мотылька, наверное, не буду подправлять, пускай висит. А здесь уже свал идет, здесь яма идет. Причем такая хорошая. И по ходу течения, хорошее течение. Да, вообще по ходу течения жесткое. Даже, ребят, найти не могу глубину. Мимо. Ребята, не хотите здесь. Надо куда-то перемещаться. Куда-то надо перемещаться. Сейчас пойду к Женьке, переговорю с ним. Что скажет. Может, ниже мотанем. Белую посмотрим. Мужики тоже сидят, скучают. Хрен знает. Ладно, сейчас ходим. Посмотрим. Трава, бля. Не задерживаемся, идем дальше. Будем искать до талого. Может, сейчас Женька ниже ломанемся. Там точка есть одна интересная. Ну, сей год по-разному все. Течение, глубина, короче. Все не как мы хотим. Ладно, что, будем искать. Я знаю, почему Женя идет масть. Она махануть, потому что. Тогда пойдет, я тебе говорю. И по ходу идти надо.
под жопу буриться. Ладно, сейчас я организую здесь маленько. Иначе беды не миновать. Лазить уже нет смысла. Что у нас по времени уже? 11 часов. Ну да. 11. Ага. Евгеньевич, ну-ка пойдем-ка, друг мой, выпьем. Сейчас выпьем, и мазь пойдет сразу. Держи. Да вот так и ешь. Как хочешь. Давай. Да. Угу. У меня там 10 яиц. Пришли до мужиков. У мужиков обеденный перерыв. Потребляют мальца. Тоже молодцы. Короче, ребятки, ищем рыбку. Ну, здесь хоть маленько поклевывает, небольшой окунь, но придется здесь, наверное, тормознуть, вечер остаться. Не будем уже лазить, надоело. Да. Сколько у нас уже? Не знаю, если есть. Смотрел тоже, блядь, такие поставили на прошлое катара, блядь. Красавец, да. 400, блядь. Нормальный, да, такой. По сравнению с этим, да? Это считается уже крупный. Я не знаю. Да, ничего такой. Где-то грамм 280, я думаю. Где у меня чемодан? Грамм 280, Жень. Ты сколько думаешь? Слушай, я таких еще не видел. Ну, 280-300 граммов. Сразу безмен. Да. Руки трясутся, слушай. Я не улаживаю. Так я смотрю, что ты тащишь его. Леска 0,1. Он Ага, тоже идет. правильно, да. 310 грамм. 310, 300 грамм.
Огонь. Нормально, Женька, да? Таких можно ловить, слышь? Ну да. Глубоко мне. Отдай-ка, 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 отдай-ка. Ах, сожрался он, зараза. А? Да? Обедаем. Сейчас, ребятки, пообедаем. Ну, тут готовлю, Женька таскает. Это птичкам. А вдруг налим даже? Не, ну крупный. Я не знаю, где он. А, вот это надо, да? Спрятал он там. Ну-ка. Мельче, но. Меньше? Меньше, да? Конечно, намного даже. А, ну тогда хули я хвалился, блин. Не знаю, бать, слышишь. В тебе, наверное, слышишь этот. Значит, Женя у тебя крупнее. Тебе рыбацкий напиток, наверное, смутил тебя немножко. Не, какой там, я не пью, я через раз. Понятно? Не, нет. Слушай, я вчера сильнее замел, чем сегодня. Ну-ка, дай-ка. Отдай, парень. Ну, короче, 310. Женька, Ага, такой же. такой же, ну. Соплявец. На налима тебе надо.
Че, крупненький, да? О, огонь. С глубины такой приятненько. Ага. Слушай, длинный, продольные. На горбачи продольные. И сочные. Что-то опять, смотри, раздача пошла. Ага. Что-то все замахали. Надо тоже пойти. Давай, давай. Такая глубина, Жень. Пока выпьешь, мне еще... О, сорога. Понял. Сорожка. Нормально. На игру главное, знаешь, так интенсивно. Я пошел на Сорога пошла, да? Ну что-то вышло она. Что-то хорошее качает, качает, качает. Ерши, что ли, мне? Что-то нормально идет, походу. Подважные, слышь. Они. Снял. Ешь, что ли, опять же? Я дольше спускаю, короче. Ершара. На лимонного сна нам, бля. А что, на ночь поставить? Да, вообще классно. Пиздец, блядь. Нет. Что-то качает. А, качает. Толстый ежик, блин. Вот тебя на Енисей, бля. Такого отпустим, пускай живет. А, ёрш, блядь. Обманывают, Дайте мне батенька. обманывают, но Маслает мастодонтов, блядь. Надо куда-то сесть, блядь, тоже. Под жопу, блядь, надо сесть. Хотел я тут что-то говорить. Вася, блядь, приходит в магазин, хуяк такой пресс, нахуй, блядь, денег достает, блядь. Да, да. Нахуй была, блядь. Раньше зарплата у нас была, ты чё, блядь? Никто не получал. ерши, блядь. Гиганты, блядь. Дождались они. Собираются, блядь. Сразу видно, не рыбаки нихуя, да? Распаковка да упаковка. Лиса будет довольна сегодня, слышь?
Под вечер ерши, короче, атакуют. Вершинная атака, да. Сколько накидали лисом. Да, ждет уже, да. Ага, ждет воронек. Воронек. Че, покушают? Что, ребят, собираемся потихонечку. Самый последний уходим. Что-то решили Женька тормознуть, думали, мало ли выйдет рыбка. Ну нет, рыбка не вышла вечером. А так целый день поклевал, редкий окунь. Были экземпляры у Жени, вот хороший попался, 300 с лишним грамм. Отличный вообще трофей для наших мест. Так что нормально. Все, собираемся, ребят, потихонечку домой. Ну, открылись, точнее я открылся, Женька-то уже открывался давно. А я вот открылся, ништяк. Добрался до дому, уже переоделся, развесил вещи. Ждет теплого баня, ребята. Очень приятно после холодного дня, да, находиться на льду и потом в баню. Он встречает коты, пахнут рыбой, походу. Кстати, температура воздуха заметно падает. Уже 4 мороза. Ну, наконец-то морозики наступают. Ну что, ребята, открытие состоялось, в принципе. Как бы не слишком такой гладкой, которой бы я хотелось. Ну, на ту речку, которую мы хотели, мы не попали. Понтон просто не выдержал на этого наплыва воды и льда, и просто его оторвало. В Оконцово мы слезли недалеко от дома, народу было очень много. Особо съемками не занимался, потому что, ну, там люди, они не понимают таких некоторых моментов. Ну, немножко поймали на жарежку, так что в целом, ребят, вот такой день провели. Открытие состоялось. Впереди, ребят, в планах мотануть на Таежную речку, на избу на 2-3 дня. Просто вот там, ребят, мы откроемся, просто отдохнем, отрыбалимся. Я думаю, будет вот так, ребят. Так что скоро будет, я думаю, на канале. Так что, ребят, не пропустите. С меня, ребят, хорошего настроения, счастья, здоровья, любви. Ну и хорошего сезона вот этого 2019-2020, ребят. Хорошего у всех уловов. Дрюни на связи, ребят. Берегите себя. А я в бане. Сила, брат. А сила, брат, в бане. Вот так. Так. Крупных пожарим, а мелких средних засолим. Нормально.